Аркты заходить. Осторожно. Бурятская буддийская деревянная скульптура является уникальным видом искусства, вобравшим в себя основы иконографического канона, владение резцом, росписью, своеобразным художественным видением образов божеств в силу синтеза буддийской и местной шаманистской культур. В ней ярко проявился сплав буддийского канона и народной интерпретации облика божеств. Я родился в селе Булак Кижингинского района в 1939 году, последний месяц, зимний месяц. Но я с раннего детства увлекался рисованием, оформлял это, когда учился в школе, оформлял стенгазеты, вечера разные, Лермонтов, Пушкин, все это оформлял, делал. И у меня была тяга это, учиться дальше. Я поехал в 1967 году поступать в город Хабаровск на художественно-графический факультет педагогического института. Поступил, и мы поехали с семьей туда, в Хабаровск. С буддийским искусством Максим Цактоевич начал работать с 1997 года в художественной мастерской при Дацане Хамбын-Хуре в местности Верхняя Березовка. Начал строиться первый Дацан, это Дуинха Дацан. Там на работу поступил, как бы, и с тех пор я постоянно занимаюсь в основном работы, такие оформления интерьеров, экстерьеров, дацанов, внутренностей. Начал делать скульптуры божеств, лотосы, сиденья, кресла, синти называются. В современный период данный вид искусства испытывает трудности, связанные с практически полной утратой линии преемственности между поколениями старых мастеров из числа ламского духовенства, репрессированных в 1930-е годы, и мастеров рубежа 20-21 веков. В данном контексте буддийская деревянная скульптура Максима Цактоевича Гамбоева является важным звеном в деле сохранения и развития этой традиции. Ага. Ну, это традиционный бурятский гунгурва. Материал кедр, краски, минеральные краски, стекло, и внутри уже кое-что из божеств. У нас дерево в основном мы работаем кедром. Кедр – это хороший благородный материал. Он мягко режется, хорошо обрабатывается. И в основном вещи делаем из кедра. Несмотря на значительное количество скульптурных работ, Максим Цактоевич называет себя мастером резьбы и росписи по дереву, как бы подчеркивая этим свою причастность к народным истокам. Ну, любоваться – это понятие такое сложное. Особо любви такой не бывает, конечно. Но потом, когда увидишь, через 2-3 года, думаешь, неужели это я делал? Ну, тягенарх это генда. Ну, на самом деле, бывает такое иногда. Угу. Ну, тут конь и всадник. Это чисто такие традиционная бурятская тематика. Материал медь и дерево. Называется конец. Я раньше занимался чеканкой. Институт закончил. Дипломная работа была у меня чеканка. Людей, которые умеют создавать настоящую буддийскую деревянную скульптуру и мебель – единицы. Работы мастера украшают дацаны республики, ведь это тонкая резьба и красочная роспись, точно такие же, как и века назад. Максим Цактоевич является постоянным участником различных конкурсов и фестивалей, проводимых Республиканским центром народного творчества. Много заказов таких, как это, кунгурбу надо делать, дацаны. Делаем дацаны, интерьеры, экстерьеры. Недавно закончили Бургалтарский дацан Закаменского района. Там внешнее оформление делали. А сундуки там обычный это бурятский сундук традиционный, но он это оформлен
Резьба по дереву у бурят традиционно использовалась при изготовлении сундуков, посуды, шахмат, мелкой пластики с изображением 5 домашних животных. Максим Гамбоев черпает вдохновение из прошлого своего народа. А дело в том, что у нас, когда мы делаем скульптуру божеств, там существуют каноны. Отступать от канонов нельзя. Как можно точнее надо делать. Поэтому в творческом варианте там, конечно, мало возможностей. Ну, там кресла, лотосы можно делать уже по-своему. Ну, по мелочам, конечно, там бывает, а так основное жесты, позы, взгляд, положение рук, жесты рук. Это все должно быть как можно точнее по канонам делать. Его работы по дереву завоевывали первые места в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана», в Международном фестивале «Подношение 10 драгоценностей», посвященном пандита Хамбо Ламе Дашидаржо Этигелову. О чем было? Где я был? Ты про зеленую тару говоришь, да? Ну, про Синтара говорю. Там же интересно, же не просто так взять. Ну что, заказывай, есть заказ, что там может, мелочи там рассказывать-то. Мы делали вдвоем с Эдиком, Эдуардом Павловым, по заказу Хамбаламы, Аюшин Хамба, Тамба Аюшеева, зеленые тары, Монголию. По-моему, 2 или 3 штуки делали. Эдик, Монголию, 2. 2 скульптуры зеленой тары мы делали. Еще делали скульптуру Будды, 3 скульптуры, по-моему, Москву. Там есть центр народной медицины, тибетской медицины, Наран называется. И они нам заказывали скульптуры. В 2012 году в Музее истории Бурятии имени Матвея Николаевича Хангалова состоялась первая персональная выставка Максима Сактоевича Гамбоева «Космос белого месяца», организованная Республиканским центром народного творчества. Мастер традиционной резьбы и росписи по дереву посвятил ее Сагалгану. По буддийской философии, по космологии, Саган Гэрмне – это не только маленькая наша планетка Земля, а вообще все мироздание. Так говорит мастер. И вот до сих пор, в 99 году вышел на пенсию, но все равно я работаю в основном по дацанам, потому что буддийское это учение раньше было под запретом, когда уже начало расцветать это дело, уже на душе стало уже легче, теплее, энтузиазм появился. Но кроме таких буддийских религиозных вещей делаются разные светские вещи. Работы, сделанные в 2019-2020 годах. Реставрация изб генерала Балдынова Ильи Васильевича и композитора Баударжи Базаровича Емпилова. Оформление интерьера Деважин Дугана в местности Верхняя Березовка. Оформление бургалтайского дацана в селе Бургалтай Закаменского района. Скульптура божества Яматанка. Стол для подношения в национальном стиле. Чеканка «Арканщик». Реставрационные работы божеств в галерее Льва Бардамова.